Доброе утро, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И, друзья, сегодня немножечко подключусь. Только что полы помыла, убрала пыль, потому что мне надо уже снова с утра ехать. И все-таки дело в том, что я обещала в позавчерашнем ролике, что почти каждый день или через день хотя бы буду выходить на связь. Но сегодня выхожу на связь, чтобы вам объяснить. Будет небольшой ролик, что все-таки эти 2-3 дня меня снова не будет на связи. К сожалению, у меня умер дядя моего мужа по материнской линии. Поэтому вчера я была на похоронах с мальчиками, и сегодня, и завтра надо мне быть там же. 3 дня обычно у нас проходят похороны. Поэтому вчера поехали рано, утром в 6 часов, приехали поздновато, снять, показать. Ну, снять, конечно, я не смогла, но все-таки не снять и не показать вам тоже. Но мне неудобно, даже не знаю, если честно, это меня настолько поразило вчера. Приехав вечером, даже не вечером, я приехала поздно ночью, короче говоря, друзья. Поэтому эмоции мои и вчера зашкаливали, и сейчас зашкаливали, зашкаливают. Все-таки хочу вам показать, поделиться, что мне прислала моя подписчица. Подписчица из Ингушетии. Называть ее не буду, она не захотела себя называть, чтобы я ее называла, но не показать и не, как бы, ну, не сказать похвастаться, а не поделиться тем, как я была вчера приятно удивлена, поражена этому всему. Мне было очень не по себе, но что теперь поделать, посылка, можно сказать, сюрприз для меня прислан. И я с вами делюсь в основном всем, что у меня происходит, поэтому вот не буду долго затягивать. У меня очень много еще мы опять должны утром ехать. Нужно подоить сейчас корову. Пока здесь, как я сказала, прибралась. Вот такая красота у меня. Вот такой вот букет цветов прислан, искусственных. На вот такой вот, они в такой вот вазочке красивой. Букет просто шикарный. Я обожаю голубые розы. Они присутствуют в этом букете. И этот букет будет у меня стоять вот так вот, уже долго-долго, не завидая, как бы не увядая. Был еще вот букет мой стоит, тоже от моей подписчицы, от далекой моей подписчицы, которая живет в Греции. Но она тоже смогла меня порадовать и прислать такой букетик, как видите. Но сегодня букет вот от этой подписчицы. Он просто прекрасный, обалденный, шикарный. Я не знаю, какие эпитеты можно к нему подобрать. Это, конечно, действительно прелесть. Жалко, Ибрагим спит. Он бы снимал как покрасивее, конечно, но я тоже вот так вот постараюсь поближе снять. Дело в том, что этот букет сделан, он не куплен, друзья, он не приобретен в магазине где-то, а он собран собственными руками, кто мне его прислал. Поэтому в этом букете огромная ко мне любовь. И я знаю, что она меня очень любит. Я ее тоже обожаю. Вот такой вот букет от моей самой хорошей подписчицы. Вот так вот, друзья, порадуйтесь за меня тоже, что у меня вот такие хорошие, прекрасные мои подписчицы. Из пакетов я сейчас достану, чтобы не шуршать, и покажу вам, что в пакетах, потому что вам тоже будет интересно узнать, что в пакетах. Так, вот, значит, машинка для Мухаммеда. Заколочки для Аишки доставать не буду, они запакованы. Вот такие вот прекрасные заколочки для Аишки. Вот такие вот носки, четки, полотенца и духи. Короче, всех она предусмотрела, как я вижу, для всех понемножечку всего. Вот так вот. Вот такие вот подарки. И вот такая вот огромная сумка фруктов, конфет. Вот такая вот коробка конфет. Вот такая вот коробка конфет. Вот такой вот очень хороший чай Акбар.
Ну и вот, как видите, не буду доставать. Фрукты, соки. Вот такая вот Рафаэлло коробочка для нашего сладкоежки. И вот такой вот огромный пакет фруктов. Друзья, прислан и моей подписчицей Индостана. Но все-таки стало шуршать. Мне, конечно, очень-очень неудобно, но не знаю, хотя некоторые и говорят, когда мне что-то присылают, что я там что-то прошу или еще что-то. Были даже такие комментарии, но не знаю, я ни у кого ничего не просила. Это прислано просто от души. Огромное-огромное тебе спасибо. В личке я ей уже сказала, да, хай гырыл мол için хайн духмал вес için да квач дош. Хайз için хун духвез için маснен да квач дош. Хадизл işte хун ханан маснен да квач дош да квабсадот. Да умялах дот хас. Ну, я просто пожелала ей всего хорошего, чтобы все ее родные и близкие были живы и здоровы, чтобы ее дети были живы и здоровы, чтобы все у этого человека было хорошо от души, просто действительно от души. Мне было очень приятно, мне очень было, действительно было очень-очень приятно. Огромное всем, друзья, спасибо. И да, самые мои хорошие подписчики, самые вы мои любимые. Я позавчера обещала, что буду читать все комментарии и отвечать, но опять-таки сегодня извиняюсь перед вами. Меня сейчас, как поняли, но причина такая, что я не отвечаю. Многие читала, многих не читала, но такие комментарии доброжелательные, так от вас веет теплом. Еще раз вам огромное спасибо. Об этом, конечно, мы еще с вами поговорим. Я не знала, что действительно настолько меня любят. Мне это очень-очень приятно. Спасибо вам огромное. Ну, вот такой вот небольшой вот ролик я сегодня выпущу, чтобы вы знали, что несколько дней меня не будет. Вдруг, если даже, ну, если я буду, получится, то буду выходить с вами на связь. Но если меня день-два не будет, то вы меня извините. Так, и мои дорогие, я забыла показать самое главное, самые мои любимые лакомства, сладость такая. Она мне прислала 2 огромных меринговых рулета. И вчера просто я поставила в холодильник и забыла сегодня их. Вот такие вот прекрасные меринговые рулеты она мне прислала. Она их делает тоже сама. И рулеты, и букет цветов. Это все в действительности... Как-то, я даже не знаю, как сказать, ну, короче, все в этом, тепло ее рук, любовь ее ко мне. Ну, вот так вот, друзья. Доброе утро. Здравствуйте. Так, друзья, это вы, наверное, поняли, это мои головки. Мы собираемся ехать уже на 2-й день, как я сказала, на похороны, но решила угостить гостинцами, которые прислала мне моя подписчица. Так, называть ее не буду. Я уже сказала. Да, спасибо большое. Понравился твой рулет. Да. Меринговый очень даже. Сейчас попьем чаю и поедем. Ну вот так вот, друзья. Как-то так у нас сегодня. Всех благ вам.